В прямом эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. «Моя трудовая молодость». В МГИ собирают воспоминания трудовой молодежи о второй половине прошлого века. В поселке Нижний Бестях разрабатывают проект парка культуры и отдыха для участия во всероссийском конкурсе. Идеи собрали архитекторы из Владивостока. Лыжня России вновь вызвала широкий интерес жителей поселка Усть-Нера. Расскажем подробности забега. 50 лучших тружеников определены в Якутии. Вручение премии состоится 1 мая к празднику весны и труда. Напомним, в республике в этом году учреждена ежегодная премия главы республики Сан Николаева «Человек труда» в размере 300 тысяч рублей. Она будет вручена 50 лучшим труженикам, достигшим высоких производственных показателей и лучших результатов в производственной и непроизводственной сферах, а также внесшим значительный трудовой вклад в социально-экономическое развитие республики. На сегодня по итогам проведенного трехэтапного отбора определены лучшие 50 тружеников нашей республики. Это представители совершенно различных профессий, как производственной, так и непроизводственной сферы. Это представители таких профессий, как токари, сварщики, электрики. Это представители сельского хозяйства, медицинских и педагогических профессий, социальной сферы и многие другие. И, конечно, каждого из них отличает это любовь и преданность своему делу, это высокие показатели в своем труде, это наставническая работа, ну и, конечно, высокий профессионализм. В Тампонской гимназии ведущие преподаватели с ВФУ проводят бесплатный интенсив обучения для выпускников школ Тампонского района. Ребята получают консультации по русскому языку, математике, физике и обществознанию. Насколько полезна такая мера, расскажут наши коллеги. В Тампонском районе на базе многопрофильной гимназии имени Вячеслава Штырова начались бесплатные консультации преподавателей из ВФУ по русскому языку, математике, физике и обществознанию. В первый день работы обучение прошли свыше 50 выпускников школ из разных наслегов. Мы прибыли из Мегиналданской среднеобразовательной школы в составе 11 учеников. И обычно у нас выпускники стараются поступить в СВФУ, и также я туда планирую поступить на переводчика. Я сдаю основные предметы и по вырученному обществознанию. И у нас эти подготовительные экзамены впервые. Мы изучили детально все темы, и я надеюсь, что это нам поможет сдать на очень хорошие баллы. В рамках интенсива обучения преподаватели проводят тестирование, разбор наиболее сложных задач и заданий, а также обучают выпускников алгоритму и способам решения различных заданий ЕГЭ. Мы прибыли с целью, чтобы ребята хорошо сдали единый государственный экзамен по основным предметам, а также по физике и обществознанию. Мы постараемся выполнить нашу цель на все 100% в течение пребывания в Хандыге. И хотелось бы, чтобы ребята поступили в Северо-Восточный федеральный университет, стали прекрасными дипломированными специалистами в нашей республике. Консультации рассчитаны на 2-3 дня и помогут старшеклассникам лучше подготовиться к ЕГЭ. Моя дочь заканчивает в этом году Тампонскую гимназию. Предстоит сдача ЕГЭ. Мы благодарны преподавателям СФУ за предоставленную возможность пройти консультирование по сложным предметам. Для нас это очень важно. Тем более мы проживаем в маленьком поселке, далеко от города. Мы также выражаем благодарность народному депутату Виктору Лебедеву за то, что эта возможность для нас является совершенно бесплатной. Ребята с большим усердием приступили к занятиям, которые проводятся с 9 утра до 18 часов вечера. На подготовку приехали не только выпускники близлежащих сел, но и шахтерского поселка Джабарики-Хая, села Дорожников, Теплый Ключ. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. «Моя трудовая молодость». В МГИ продолжают собирать воспоминания трудовой молодежи о 50-х, 80-х годах прошлого века. Инициаторами данного проекта выступают общественники села Алтан Рима Дичковская и Наталья Борисова. В прошлом году проект поддержан главой УЛУСа Николаем Архиповым и софинансирован из средств грантовой поддержки. Цель проекта – увековечение имен трудовой молодежи второй половины 20 века. В своих воспоминаниях труженики рассказывают о жизни молодежи того времени. Все видеоматериалы будут храниться в цифровом архиве Амгинской библиотеки. На этот год запланировано собрать около 3000 материалов с воспоминаниями. Они должны оставить молодому поколению воспоминания
эпохи этих прошедших лет. И мы в данное время собрали воспоминания 426 воспоминаний. Это говорит о том, что наше население одобрило этот проект. Представители ведущих изданий Якутии посетили Усть-Алданский район. Целью пресс-тура стало освещение введенных объектов за последние 2 года. Журналисты увидели все классы новой Мюрюнской школы номер 2. С особым вниманием изучили детали единственной в республике автоматизированной котельной «Восток-1». Также посетили зал единоборств с общежитием на 32 места и дворец культуры имени Василия Никифорова Кюлюмнюр. В Баргонцах я первый раз в эту часть Якутии, можно сказать, я вообще не заезжала. Вообще я считаю, что привлечение людей и показывать объекты, ну, как они работают, да, допустим, это полезно не только на телевидении, но и на других частях, чтобы люди вовлекались, и они видели, что что-то делается, и ну, нет стагнации, что действительно новые объекты вводятся, и они нужны, и в них есть потребность. И поэтому такие туры, они, я считаю, что ну, востребованы и необходимы. В поселке Нижний Бестях разрабатывают проект парка культуры и отдыха для участия во всероссийском конкурсе. Проект выбрали жители поселения согласно проведенному опросу. В райцентре Мегино-Кангаласского района также провели проектный семинар, где обсудили проект. С местными жителями встретилась команда архитекторов из Владивостока, рассказывает Артур Старость. Произвольная встреча общественников поселка Нижний Бестях с командой, которая занимается развитием городской среды в разных регионах, в том числе в малых городах, стала значительным. Ведь проект парка культуры и отдыха готовится принять участие на 2-м этапе во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды на Дальневосточном федеральном округе. Наш проект будет разбит на 3 этапа. Общая площадь всех 3 реализаций этого проекта 9 гектар. Итак, общая площадь будущего парка составляет 9 гектаров. Территория расположена на краю горы. Отсюда хороший вид на реку Лена. Соответственно, есть свои минусы и плюсы. Здесь очень важным является мнение населения, так как это окажет помощь в дальнейшем развитии, разработке проекта Центрального парка. Прямыми заказчиками сейчас являются сами жители поселка. От них зависит оснащение, формирование комфорта будущего парка культуры и отдыха. И мне кажется, вот именно такой большой современный парк, я бы хотела именно его видеть каким-то современным, не нагроможденным, да, какие-то простые конструкции. Обсуждение предложений состояло из блоков, где респонденты могли придумывать образы парка, культурные коды, названия. Мнение участников семинара о будущем названии парка культуры и отдыха примерно зафиксировали. Здесь очень много названий, но большинство из них связывает дружбы народов. Теперь самая важная работа предоставляется специалистам, которые много лет занимаются развитием городской среды. И мы будем анализировать эту информацию. Это является общественным таким техническим заданием для разработки архитектурной концепции. И уже в июле мы встретимся уже с наработками архитектурной концепции на основе как раз-таки общественных заданий, которые мы сегодня собрали. В рамках этого мероприятия в дальнейшем будет организован масштабный опрос, который повлияет на развитие территории будущего парка культуры и отдыха в городском поселении Нижний Бестях. Артур Старостин, Мегино-Кангаласский район. Далее о спорте. Сразу 5 спортсменов из Атамайского наслега стали победителями чемпионата горного улуса по масс-рестлингу. Турнир вошел в программу улусной спартакиады. Помост в Атамайском спортзале собрал порядка 100 любителей масс-рестлинга. Медали оспаривали в 14 весовых категориях среди мужчин, женщин и ветеранов. Масс-рестлинг стал 10-м видом спорта в зачете спартакиады. Ранее сильнейших определили в борьбе хапсагай, шашках, шахматах, баскетболе, мини-футболе, а также лыжных гонках. Все эти соревнования охватили более 1000 любителей активного отдыха. В этом году в нашем улусе комплексную спартакиаду запланировали провести во всех наслегах. Например, в селе Эрт провели баскетбол в новом обновленном спортивном зале. Также в селе Кептин провели шашки. И в селе Кюрелях провели борьбу хапсагай. На этих соревнованиях очень много зрителей было, очень много спортсменов участвовало.
интерес уже большой. Между тем, в Усть-Нере лыжников увидишь нечасто, но всероссийская гонка «Лыжня России» вновь вызвала широкий интерес. Ее проводят ежегодно с 1982 года. Цель – привлечь население разного возраста к занятиям лыжным спортом, а также пропаганда здорового образа жизни. Продолжит Светлана Поцелуева. Участники забега составили несколько возрастных групп, разбились на женские и мужские команды. Среди участников мы увидели главу поселка и работников его администрации. Как Путин сказал, мы должны, россияне должны 70% заниматься спортом. И мы хотим этого сделать. Все равно спорт всех сближает. Спорт это здоровье, спорт это мир. Поэтому мы тоже хотим вместе с нашими детьми, взрослыми, с фанатами спорта. Мы хотим привить спорт в наш поселок Усть-Нера. Заранее подготовленная лыжня многим давалась с трудом. Уступали, но не сдавались. До финиша дошли все. И болельщики болели от души. Бежала первый раз, вставала на лыжи очень давно, но благодаря моим друзьям, они за меня болели, я бежала первый. Разного рода соревнования закаляют характер и способствуют продвижению здорового, активного образа жизни. Ну вот и прошли наши соревнования по лыжному спорту. Очень прекрасно, что эта традиция у нас возрождается. Ну, со своей стороны хочу сказать, что молодежь очень слабенькая. Не прививают детям вот это спорт, не прививают. В свое время меня отец таскал на лыжах, мы ходили в волейбол, играли. Вот. Также я детей стал вводить на горнолыжную базу. И у меня сейчас и дети стоят, и зять уже стоит. И внуки будут стоять, я надеюсь. Лыжный сезон на севере заканчивается, не успев начаться. Не стоит упускать возможности пробежаться на лыжах или встать на коньки. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Кирилл Бабичук, Усть-Нера. В скором времени мы вернемся и подведем итоги дня. Оставайтесь с нами.